Нет, ну нам кажется, это американская провокация, очевидно. Так отдых проходит нормально. Вот, как бы местные, конечно, не рады запрету туризма из России. Вот, так что тут мы тоже не рады, никто не рад. В остальном все спокойно. Я хотела и поговорила с людьми, которые здесь. Сказали, что, в принципе, бояться нечего. Но все равно какое-то ощущение есть. Ну, это, наверное, просто в голове. Я думаю, справлюсь с этим и сумею отдохнуть. День отъезда я по новостям прочитал, что здесь сложились какие-то протесты. Ну, мы подумали с семьей, что ехать, не ехать, но приняли решение, что надо ехать. Приехали, находимся здесь третий день. Никаких абсолютно. То есть для России, для российских туристов здесь все в порядке, в полном порядке. Поэтому Россия в Грузию вперед. Было слишком накладно отменять билеты. И решились, в общем, даже с детьми. Но надеюсь, что обратно тоже все получится. Говорят, можно будет через Ереван долететь. Надеюсь, что так все будет. Отдыхается хорошо, стычек не было. Все относятся дружелюбно, все, даже люди подходят, говорят, что очень любят русских, но не любят, ну, к сожалению или к счастью, я не знаю, нашего президента. Вот. Но именно к людям, то есть люди к людям относятся хорошо. Мы отдыхаем, у нас все замечательно, все хорошо, и все. Спасибо вашей гостеприимной стране. Знаете, мы дискомфорта не чувствовали никакого. Просто говорят, друзья, не выходите лишний раз на улицу. И один раз встретили женщину, которая нас назвала оккупантами, когда мы говорили по-русски. Да. Но это был вот единственный случай. Это было вчера. Вот, а так мы гуляем, ходим, все спокойно, все нормально. Да, мы всем рассказываем, что здесь очень клево, на самом деле, что никаких проблем. Мы здесь третий день, вообще не увидели никакого, не знаю, ни плохого отношения, ни злого слова, вообще ничего. Грузия прекрасная страна с прекрасными людьми, с очень доброжелательными, не знаю, соседями, гидами. Ну, просто все прекрасно. Вообще мы очень довольны.